Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашии». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре пятница, 16 апреля. И она идеально подходит для пения. Во-первых, конец рабочей недели. Во-вторых, сегодня во всем мире отмечают День голоса. Праздник посвящен не только вокальным способностям человека, но и самому феномену голоса. Для его сохранения и профилактики заболеваний голосового аппарата необходимо придерживаться несложных правил – не курить, не стрессовать и вовремя лечить простуду. В Чувашии 254 ветерана Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде поясняют, никаких заявлений на получение выплаты писать не нужно. Ветераны получат деньги уже в этом месяце вместе с пенсией. Напомню, в прошлом году такую выплату получили 404 жителя Чувашии. Воспитать чувство патриотизма в младшем поколении, а также вспомнить исторические события Великой Отечественной войны. Уже 2000 человек участвуют во всероссийском конкурсе «Трудовой и боевой подвиг чувашского народа» по тетради «Моя семья в истории Великой Победы». В прошлом году конкурс был поддержан фондом президентских грантов и вошел в топ-100 проектов России. В этом году география расширилась. 400 тысяч потомков победителей, уроженцев Чувашии, сейчас живут в соседних республиках. Многие дети вместе с родителями восстанавливают истории своих семей. Наибольшую активность проявили школьники начального звена из Татарстана, из малокомплектных школ, где изучают чувашский язык. Конкурс продолжается, дедлайн 25 апреля, поэтому можно зайти на сайт «Победители 21» и принять участие в проекте. Укрепление сотрудничества, продвижение регионального бренда и промышленных компаний республики на рынке. В Чебоксарах продолжается международная конференция «Цифровые коммуникации как инструмент интеграции молодежных сообществ в проекты и развития промышленного туризма». Накануне за круглым столом обсудили самые насущные вопросы – как вовлечь молодежь в развитие промышленности, наладить международное сотрудничество в сфере промышленного туризма. А сегодня все полученные теоретические знания можно будет проверить на практике. Гости конференции посетят Вурнарский завод смесевых препаратов. Каждую пятницу мы показываем в нашем эфире фото и видео народных корреспондентов. Что же интересного жителям Чувашии удалось запечатлеть на этой неделе? В среду часть Новоюжного района столицы Чувашии погрузилась во тьму из-за аварии на энергооборудовании. Без электроэнергии остался ДК тракторостроителей, где в это время шел концерт. Артисты не растерялись, они продолжили выступление под свет зрительских фонариков и аккомпанемент баяна. «Летучий голландец» – нет, дрейфующий ярославец. Так назвали свое видео сотрудники МЧС Татарстана. Изначально пустое судно было пришвартовано к причальной стенке в затоне Мариинско-Посадского района. Но его вместе льдиной оторвало, и теперь оно идет вниз по Волге. Собственник корабля находится на постоянной связи с сотрудниками МЧС. Если катер прибьет к берегу, то владелец сможет его забрать. О развитии событий расскажем в наших следующих выпусках «Вестей». Проведите выходные с близкими на природе. Но не забудьте, разводить костер в лесу запрещено. Будьте осторожны. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».